Бисмилляхи, альхамдулиллахи, ассалату вассаляму аля расулиллах. Доброе утро, дорогие друзья. О новшестве или бид'ат с точки зрения арабского языка сказано: это то, чего не было раньше. А с точки зрения шариата это то, о чем не упомянуто в Коране и чего нет в Сунне, то есть в наследии пророка Мухаммада, мир ему. Известный исламский теолог Ибн Аль-Араби сказал: новшество или нововведение не порицается из-за его названия. Из новшеств осуждается лишь только то, что противоречит сунне, то есть нашей религии, и ведет к заблуждению. Какие новшества существуют? Новшества, приводящие к заблуждению. Они противоречат Корану и сунне. Новшества, не приводящие к отклонению от правильного пути. Они соответствуют Корану и сунне. Такое деление новшеств выводится из хадиса, переданного имаму Аль-Бухари в книге Сахих Аль-Бухари и имамом Муслимом в книге Сахих Аль-Муслим. Теолог Ибн Абидин писал в книге Раддуль Мухтар: новшество может быть обязательным, примером чего является противодействие распространению различных идеологических течений, искажающих ислам, а также изучение грамматики арабского языка с целью понимания текстов Корана и хадисов. Новшество может быть желательным, например, таким как организация школ или любое другое доброе дело, которое не совершали ранее, то есть при пророке Мухаммаде, мир ему. Также новшество бывает нежелательным, как, например, излишнее украшение мечети, а также дозволенным, например, стремление к разнообразию в пище, питье и одежде. Пророк Мухаммад, мир ему, сказал: «Ман амиля амалян ляйса алейхи амруна фахуа радд». Если кто-нибудь ведет в нашу религию новшество, не соответствующее ей, это новшество будет отвергнуто. Словами, не соответствующее ей, то есть нашей религии, пророк, мир ему, дает нам знать, что нововведение отвергается в том случае, когда оно противоречит шариату. Из этого также следует, что новшество, соответствующее шариату, не отвергается. Имам Аль-Байхаки передал следующие слова имама Шафи'и: все новшества делятся на два вида. Первые – это новшества, противоречащие Корану и Сунне, религиозным заключением сподвижников пророка, мир ему, или единогласному мнению теологов ислама одного времени по конкретному религиозному вопросу. Эти нововведения заблуждения. Вторые – это новшества, не противоречащие перечисленному. Такое нововведение не порицаются. Одним из благочестивых новшеств в исламе является празднование рождения посланника Аллаха Мухаммада, мир ему. Огласовки и точки в Коране, которые поставил Яхья ибн Я'мар. Михраб – ниша в мечети, которая указывает направление для молитвы. Минареты в мечети, коллективное чтение намаза таравих – это всего не было во время пророка Мухаммада, мир ему, но оно является хорошим новшеством. Примером плохого новшества является приписывание Аллаху места и органов, отрицание хороших новшеств, а также отрицание судьбы. Вассаляму алейкум ва рахматуллах.